Для Ислама Богатырева это уже третий по счету турнир, а вообще нынешние соревнования самые крупные в России по количеству участников. С каждым годом Локобол расширяет свою географию, а наши юные баскетболисты улучшают свои результаты в турнирной таблице. В первом же матче нашим ребятам достался фаворит чемпионата команда из Краснодара. К слову, победитель последних 2 лет. Спортсмены из Ингушетии уступили именитому сопернику совсем немного, а сам Ислам привел в восторг многочисленную аудиторию, отправив мяч в корзину со своей половины поля. Тут было очень много сильных команд, мы набрались опыта. Надеюсь, мы заберем этот опыт, в дальнейшем будем бороться за призовые места. Это году не получилось. Попробуем в следующем. Баскетболисты 26-й школы Зязиков-Юрта сыграли также с командами из Калмыкии и Брянска, но по результатам бескомпромиссной борьбы не сумели выйти из группы. Результат достойный, ведь они играли против ребят, которые в скором времени составят основу профессиональных команд. Самая техничная, самая лучшая команда мне нравится Краснодар, потому что у них опыта больше, они играют лучше, чем все команды. Мы так игру показали нехорошо, но у нас не было полного состава. Мы в дальнейшем, в следующем году покажем хорошую игру, нормальную игру. Чтобы показать лучший результат, надо тренироваться. Уже как зрители наши ребята наблюдали за решающим поединком, в котором встретились хозяева турнира и спортсмены из Челябинска. В качестве почетного гостя вместе с олимпийскими чемпионами прошлых лет финальную часть турнира открыл глава Ингушетии Юнсбек Евкуров. В последние несколько лет баскетбол в республике набирает обороты, растет его популярность среди молодежи. И опыт, полученный на столь масштабном турнире, возможно, позволит ингушским спортсменам однажды подняться на высшей ступени пьедестала. А пока в финальной игре турнира с разницей в 4 очка победила команда из Челябинска. Впервые за 9 лет. И, возможно, следующий баскетбольный локомотив прибудет в Ингушетию. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.